Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, чего вам ждать от судьбы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, будет очень интересно. У вас в ближайшие дни, ближайшие 2-3 дня, просто череда каких-то грандиозных событий, легких потрясений и конкретных изменений в жизни. Смотрите, вот здесь 3 очень ярких события вышло, которые влияют и на вас, и на вашу жизнь. Причем влияют в очень качественном ключе. Ладно, к ним мы вернемся. Давайте начнем с истоков. Исток рисунка — здесь какое-то ваше переживание. Переживание, страдание, страх, слезы, может быть, по ком-то льете, либо по чем-то льете, да? Может быть, из-за какой-то ситуации очень сильно расстраиваетесь. Что-то было, и что-то вы упустили. Вот у вас такая мысль, вот как назад вернуться? Вот если была возможность, я бы там поступила по-другому, я бы что-то другое сказала, придумала, сделала. Да, вот сожалеете о каком-то прошлом, о том, что сделали, либо о том, что вы не сделали. Значит, выдыхайте, прекращайте. Все случилось, как должно было случиться. А в ваши ошибки в этом нет. Наоборот, здесь даже какой-то положительный итог вас ждет. Вы сейчас этого не видите, но все сложится идеально и положительно для вас. То есть вы по какому-то провидению, наитию что-то совершили, либо чего-то не совершили. Теперь вы себя за это корите, а на самом деле вы сделали абсолютно правильно. Я надеюсь, вы меня поняли, да? Просто немножко так тавтология получилась, но тем не менее. То, что было сделано, либо не сделано, обернется для вас в будущем благом. Вот как-то так. И не надо расстраиваться, и не надо себя накручивать. Все случилось, как должно было случиться. Это не минус, поверьте. Может быть, это выглядит как минус, но на самом деле это все будет большим-большим плюсом. Так вам просят передать. Так что вытирайте свои слезы, хватит расстраиваться. Все правильно, все хорошо. Все идет по плану. Так, еще. Кто-то вам готовит, не могу сказать, что сюрприз, скорее какой-то неприятный сюрприз. У человека какие-то прям планы на вас, человек так потирает руки и думает: ха-ха-ха, сейчас я тебе сделаю. Да, вот какую-то гадость, пакость, может быть, хочет человек вам сделать. Но не получится, либо не выйдет. Либо вы раскусите планы и действия этого человека, либо этот человек сам же в свою ловушку, сам же в свое вот это, говнище, да, сам же туда и попадет. Причем это будет настолько ярко, настолько освещено, не знаю, какие-то люди будут, свидетели, да, просто огласка даже пойдет. Этот человек прославится в негативном оттенке. То есть все будут знать, что этот человек опасный, негативный, шкурный, сволочной. Да, вот прям все будут тыкать пальцами и говорить: вот плохой человек, да, надо его обходить, либо надо изолировать этого человека. Опасный, да, дурной человек. То есть вот такой эффект произойдет. И вы знаете, у вас почему-то авторитет растет из-за этого. Ваш авторитет, ваш личный авторитет, он вырастет. И люди, которые вот свидетели, либо узнают об этом событии, к вам по-другому начнут относиться. С большим уважением. Знаете, как-то смотреть по-другому станут. Многие начнут к вам интерес проявлять. К вам как к человеку, как к личности. Да, еще запросы пойдут на ваше умение, на ваше знание. Прям очень конкретно все меняется. Может быть, вы этого бы и не добились, если бы этот пакостный человек
не устроил вам ловушку, либо какое-то действие в вашу сторону не попытался бы сделать. А вот видите, благодаря вот этому нехорошему человеку все вот так развернется. Так, еще с правой стороны к вам причаливает лодочка, маленькая лодочка. А в лодочке сидит очень большой человек. То есть человек важный для вас, либо в будущем будет важный для вашей жизни. Ну, вы все разные, да? А у кого-то близкий человек где-то находится, и он приедет. А у кого-то человек новый совершенно зайдет, с кем вы познакомитесь. Высокий человек, важный человек прямо на лодочке вплывает в вашу жизнь. Смотрите, у одних отыграется счастливая встреча, да, вот вы встретитесь, обрадуетесь друг другу, прям счастье, радость, вот давно не виделись. А у других отыграется очень счастливое, удачное знакомство. Ну и так все равно большой-большой плюс. Так что, мои хорошие, я вас поздравляю. У вас со спины, смотрите, птица, видите, крылья расставила. Это какая-то мысль придет вам в голову, что-то написать, может быть, какой-то запрос, какое-то письмо, сообщение, кому-то позвонить, да? Касаться может чего угодно, как и отношений, так и каких-то жизненных вещей, да, необходимых вам. Хорошая идея, пишите, не откладывайте, пишите, пишите как знаете, пишите как умеете. Поверьте, эта птица, это как птица счастья, да? Напишите, позвоните, получите свою выгоду, либо получите свой жирный плюс. Проигнорите эту ситуацию. Да, вот я хочу написать, но не решаюсь, да, либо там отложу, упустите. Понимаете? Здесь нужно действие с вашей стороны, конкретное действие. Сесть и написать, взять и позвонить. Да? Надо. Не зря вам эта мысль в голову придет. Ангелы вам нашепчут, да? Только скажут: позвони, напиши. И вы пишите, и звоните, и стесняться не надо. Здесь позитивный очень результат идет. Так, а с левой стороны у вас образ женщины в очень пестрой одежде. Пестрая, странная, броская одежда. У одних отыграется, что она и вправду так одевается, как попугай, а у других отыграется, что она женщина с низкой социальной ответственностью. Ну, в простонародье там гулящая, да, гулящая, распутная женщина. Она становится между вами и кем-то. Может быть, это какой-то конкретный человек, может быть, это какая-то конкретная ситуация. Вот как будто бы она преграждает путь. Вам преграждает путь. Значит, она вам не помеха, она просто как, ну, такое, знаете, незначительное явление, которое нужно просто вот взять и со своего пути сдвинуть. Бояться ее не надо, она никто и звать ее никак. Ничего сделать она вам не может. На ситуацию обижаться не стоит. Вот у вас есть цель, есть препятствие. Препятствие просто нужно убрать со своего пути. Сдвинуть, я не знаю, подвинуть, отбуцнуть. Ну, как у вас получится, да? Здесь ограничивать себя не стоит. Тем более, ну, такая женщина. Никто и звать никак. Да? Ткнули, пнули, да, и пошли своей дорогой. Вот. Не надо ее рассматривать всерьез, и не надо себя накручивать, настраивать на то, что: о боже, там эта женщина меня не пускает. Она никто, вообще никто. Она там случайным образом оказалась. Случайное стечение обстоятельств. Поэтому отодвинули со своего пути. Или просто можете сказать: брысь отсюда, да, и проходите. Пусть она вам не будет помехой. Не рассматривайте ее как помеха. Она никто, еще раз повторюсь, никто, и звать никак. Так, переходим к важным событиям. Давайте с этого начнем, с левой стороны. Здесь мужчина, смотрите, просто вот грудь колесом. Женщина у него на груди, он топчется, он ее поставил на грудь. А она, смотрите, что делает, пытается его вот этой веревочкой к себе привязать. А он такой балдеет, расслабился. Ну, делай со мной что хочешь. Девочки, судьба вашего мужчину, либо того мужчину, который вам очень-очень нравится, расслабит до такой степени, что вы действительно с него сможете бить веревки. И то, что вы хотите, вы от него получите. Главное, попросите. Он настолько вам доверяет, он настолько в вас уверен, просто ждет. Просто ждет, чтобы вы проявили инициативу, либо начали разговор. Будете просить и получать все, что хотите. Главное, чтобы вы не скромничали, и главное, чтобы не было вот этого идиотизма. Если он любит, он должен сам понять, сам придумать, прочитать мои мысли и для меня сделать.
Ну, девчонки, простите, но это так не работает. Да, мы один вид, мы люди, но мы мыслим по-разному абсолютно. Поэтому ждать, что мужчина должен сам что-то там догадаться, прочитать ваши мысли, ну как, откуда? Откуда это будет? Девочки, есть цель, да, есть желание, да просто озвучьте. Он ради вас, он и в огонь, и в воду готов идти. Он настолько счастлив вам, он настолько расслаблен, он настолько отдался в ваши руки. Поэтому вейте с него эти веревки, плетите косы, там, завязывайте банты. Вот делайте то, что вам хочется. Он полностью в ваших руках, он вам полностью доверяет. Поэтому не надо вот этот пост, что типа, ах, ты не догадался. Не надо этого всего. Говорите, как есть. Вот хочу замуж за тебя, да, хочу шубу, хочу, там, не знаю, машину, бриллианты хочу, в конце-то концов, да, сделай то, дай денег, да, говорите как есть. Поверьте, отказа вам точно не будет, вообще не будет. Он настолько расслаблен, что он ваш, целиком и полностью, от макушечки до пяточек, он ваш. Также, девочки, у кого-то отыграется на работе такая ситуация, когда ваш начальник просто обомлеет от вас, от того, какая вы умная, от того, какая вы профессиональная, от того, какая вы еще и красивая, да, какая вы классная и приятная. Вот он в ваших руках. То же самое. Можно просить улучшения условий работы, можно просить повышения зарплаты, можно просить какие-то лучшие бонусы, там, не знаю, премии и прочее, прочее. Да? Просто вот танцуй у меня на груди. Я весь в твоих руках. Девочки, не теряйтесь, не теряйтесь. Я вижу, что у многих из вас с этим проблема. Вы очень скромные девочки, вы очень скромные женщины. Скромность в данном случае не украшает, наоборот, вредит и мешает. Будьте не скромной, а нормальной, адекватной. И прислушивайтесь к себе, к своим желаниям. Ну, никто не читает мысли, никто этого делать не умеет. И навряд ли будет человек это делать. Вам надо, вы просите, отказа вам точно не будет. Воспользуйтесь этими днями для того, чтобы улучшить либо свои взаимоотношения с любимым человеком, либо улучшить свои взаимоотношения, свои бонусы, свои перспективы на работе. С начальником, например, либо с каким-то служащим, который просто поплывет в вашем присутствии. Поэтому делайте, просите, что хотите. Все, человек в ваших руках. Здесь два человека объединяются в единой цели. Опять же, это могут быть как любящие люди, так и деловые партнеры, так и, например, родственники, да, объединяться для единой цели. Вот когда вы объединитесь, когда вы в ногу пойдете, поддерживая друг друга, у вас все начнет получаться. Вы почему-то либо в одиночку действовали, либо вы, например, там ссорились, да, никак не могли прийти к единому знаменателю. Судьба вам подарит шанс договориться, объединиться и вот, как говорится, в ногу пойти к своей цели, к своему достижению, к своей мечте, к своему плану. Вдвоем, на одном дыхании, поддерживая друг друга, шагая ровным рядом. Вот у вас начнет получаться. Причем получаться начнется просто с первых шагов. И вы еще потом будете думать, господи, ну вот все так просто, столько мучились, столько вот все перепробовали. А всего лишь нужно было объединиться, да? Всего лишь нужно было объединиться. Здесь судьба создает вам условия, когда вы вместе с кем-то, на двоих, когда у вас есть надежный партнер. Вот в таком ключе все получается. Причем получается очень успешно, быстро и эффективно. Центральная фигурка очень четко нам показывает, что вы будете под защитой, надежной защитой высших сил. В эти дни вас просто будут, не знаю, водить, закрывать, спасать, помогать. Вы будете получать какие-то знаки, информацию, встречать важных и нужных людей, попадать в нужные и важные места. Знаете, вот как мир вам улыбается, вот такое ощущение. Вот куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занялись, вам все рады, у вас все получается, все прям тьфу-тьфу, как, знаете, по накатанной идет. В вашей жизни давно такого не было. И вы не должны упустить эти дни. И если вы будете сидеть дома, если вы не имеете интереса к жизни, извините, это все мимо пройдет. Вот эта хорошая, позитивная энергетика, да, вот, знаете, как солнце на вас светит, только на вас, все это пройдет мимо. Поэтому проявите максимальную активность и старайтесь в эти дни просто решить, либо взяться за самые сложные дела и обстоятельства вашей жизни. У вас все получится.
Все получится, причем получится идеально, быстро, четко и с большим плюсом для вас. Действуйте, не сидите, не ждите, активничайте. Чем больше активности, тем лучше будет результат, либо быстрее будет результат. Хорошее состояние, хорошие такие деньги, когда вы наконец-таки начинаете получать. Не отдавать, как обычно, а получать. Так, и еще один очень важный момент, про который я просто обязана вам сказать. За вами кто-то подсматривает и кто-то подслушивает. Либо человек, с кем вы общаетесь, возможно, сливает информацию о вас. То есть то, что вы этому человеку сказали, да, становится достоянием общественности. Поэтому не делитесь самым сокровенным. Либо не сообщайте о своих планах и поступках. Поверьте, вы не успеете еще слово закончить, а предложение закончить, как уже на другом конце города все будут знать. А чем меньше людей будут знать о том, что с вами происходит, что вы делаете, что планируете, тем лучше будет результат. Чтобы вас случайным образом кто-то не подрезал на повороте, не перешел вам дорогу, либо вас не поглазил. Есть такой человек в вашем окружении. Я не могу сказать, по какой причине человек это делает, либо это у него какая-то особенность его поведения, либо человек действительно такой прогнивший. Ну, у каждого по-своему отыграется, но тем не менее такой человек есть. Вот, не болтай, не провоцируй негатива в своей жизни. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.